Соединенные Штаты работают со странами Центральной Азии, чтобы помочь преодолеть последствия антироссийских санкций и готовы предоставить им альтернативу отношениям с Москвой и Пекином. С таким утверждением 13 июля выступила помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элизабет Хорст на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Они просят у нас поддержки в вопросе санкций, помощи в поиске способа противостоять давлению России и Китая, просят предоставить им альтернативу. Мы очень активно взаимодействуем с ними в вопросе санкций, особенно с Узбекистаном и Казахстаном, так, чтобы не оказались разрушены их собственные экономики, рассказала дипломат. Она также добавила, что сейчас США получили возможность укрепить связи с государствами Центральной Азии. Напомним, что в феврале этого года в столице Казахстана в рамках формата Си-5+1 прошла встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и главы Госдепа США Энтони Блинкена. Мы очень внимательно следим за соблюдением санкций и постоянно обсуждаем с рядом стран, включая наших партнеров по Си-5, экономические последствия войны, заявил тогда Блинкен на пресс-конференции по итогам состоявшейся встречи с официальными лицами государств Центральной Азии. Он также объявил о выделении $25 миллионов нового финансирования на поддержку экономического роста, в том числе на создание новых торговых маршрутов и помощь бизнесу в поиске новых экспортных рынков, в дополнение к $25 миллионам, которые администрация президента США уже выделила региону. США будут компенсировать странам-партнерам России убытки из-за санкций, поскольку все страны региона так или иначе зависят от торговых отношений с Россией. Наложенные на РФ санкции бьют и по их экономике. В США это понимают и обещают компенсировать последствия, заявил тогда глава внешнеполитического ведомства США. Развязанная Россией война в Украине привела к ее же ослаблению, что неизбежно создало некий геополитический вакуум в Центральноазиатском регионе, что и вылилось в обострение борьбы за влияние между крупными державами. Такого мнения придерживается таджикский блогер Абдулла Аббосов. Начав бессмысленную войну, Россия поставила себя в очень тяжелое положение, вследствие чего наши страны снова оказались предметом активной дележки между колониальными державами. Проблема заключается в том, что режимы в странах Центральной Азии были изначально установлены колонизаторами и потому не мыслят иначе, кроме как в рамках подчинения тем или иным хозяевам, а потому в лучшем случае балансируют между ними. Это будет продолжаться до тех пор, пока наши народы не осознают необходимость обретения политической субъектности, что в свою очередь возможно только путем воссоединения и устранения колониальных границ, установленных русскими колонизаторами в 20 веке, считает Аббосов.